Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. В конце марта на рассмотрение в Госдуму внесут законопроект о стимулировании россиян к накоплениям первоначального взноса на ипотеку. Согласно проекту закона, в этой программе смогут участвовать только те банки, которые допущены Центробанком в систему страхования вкладов. Кредитные организации будут обязаны выплачивать проценты по такому виду вклада и после определенного в договоре срока выдать клиенту ипотеку. О подготовке этого законопроекта стало известно еще год назад. Тогда председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что проценты по таким вкладам могут быть выше. При этом банк будет обязан выдать более дешевую ипотеку, когда на вкладе накопится первоначальный взнос в 20%. Для получения социального налогового вычета вместо списка лекарственных препаратов, которые используются в настоящее время, предлагается применить список жизненно необходимых и важнейших лекарств. Такой законопроект будет рассмотрен на заседании Кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым. Предлагается внести изменения в соответствующую статью Налогового кодекса с целью повышения доступности жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По мнению авторов инициативы, это позволит обеспечить преемственность проводимой терапии на стационарном и амбулаторном этапах оказания медицинской помощи, расширить возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов и повысить доступность лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств. Министерство сельского хозяйства России разработало поправки к федеральному закону о розничных рынках, упрощающие допуск фермеров на рынки для реализации сельхозпродукции. Инициатива направлена на развитие малого бизнеса на селе, на снятие административных барьеров в деятельности предпринимателей. Так предлагается освободить сотрудников фермерских хозяйств, а также граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством, от обязательного наличия карточки продавца. Кроме того, им будут предоставляться торговые места на универсальных рынках по договорам упрощенной формы. Минсельхоз уже получил положительный отзыв на данный законопроект в правительстве. Плата за вывоз мусора в будущем сократится за счет раздельного сбора отходов, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Надо сделать так, чтобы тариф дальше не увеличивался. Тариф должен только снижаться за счет того, что люди будут сортировать мусор, и за сортированный мусор они не должны платить, заявил Кобылкин. Министр уточнил, что у региональных операторов есть все возможности снизить тариф, и напомнил о полученных ими преференциях, в частности об обнулении ставки НДС и заморозке ставки за негативное влияние на окружающую среду на уровне прошлого года. Сейчас в правительстве обсуждается возможность закрепить обязанность по обустройству и содержанию контейнерных площадок за региональными операторами. Это позволит приспособить существующие площадки под раздельный сбор мусора, однако не должно сопровождаться ростом тарифов. Задача трудноразрешимая, так как сегодня за состояние обустройства площадок отвечают муниципалитеты. Энергосбыт проводит совместную работу с Управлением строительного и жилищного надзора по Якутии по привлечению к административной ответственности и лишению лицензий управляющих компаний, имеющих крупную задолженность за потребленные энергоресурсы. За последние 6 месяцев в управление направлены материалы в отношении 14 исполнителей коммунальных услуг, общая задолженность по которым превышает 90,5 миллионов рублей. На основании обращения энергетиков Республиканский жилищный надзор проводит внеплановую проверку исполнителей коммунальных услуг. Напомню, согласно принятым в сентябре 2018 года изменениям в нормативные акты, в перечень грубых нарушений лицензионных требований, допущенных управляющими компаниями, включено наличие перед ресурсоснабжающей организацией задолженности, невыплачиваемой более 2 месяцев. Организации, повторно совершившие грубые нарушения в течение 1 года со дня назначения административного наказания, лишаются права управления многоквартирным домом. Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения заявления органов государственного жилищного надзора. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.